Привет! Вуван снова с вами. Мы прошли через дистант, каникулы и универвидение. С новыми силами и идеями начинаем видеонаблюдение. Меня зовут Екатерина Черных и новости этой недели. В этом выпуске открытие выставки «Далекие миры космоса» в главном корпусе университета. Благотворительная акция в общежитии «Помогаем животным вместе». История театра-студии 7+. В этом году наша страна отмечает 60-летие первого полета человека в космическое пространство. В рамках этого события 24 марта в главном корпусе нашего университета открылась выставка «Далекие миры космоса». Неизведанные места галактики, инопланетные существа и путешествия. Все это студенты и преподаватели смогли увидеть в творении художника-фантаста Александра Лыткина. Наш корреспондент Ларена Целинская узнала больше. Традиционно в конце марта Музей просвещения Коми-края проводит выставку, приуроченную ко Дню космонавтики. В этом году экспозиция состоит из работ сыктывкарского фантаста Александра Лыткина. Решение представить работы художника наш университет принял еще в прошлом году после посещения мастерской автора. Мы все-таки являемся первым учреждением, где экспонируется эта выставка, но договорились о том, что через месяц она переедет к другим уже гостям. Поэтому открытие произошло в марте, а не в апреле, но так или иначе мы очень счастливы и рады. Сегодня на выставке представлено около 30 работ Александра Лыткина. Каждая из них отражает особый взгляд автора на космические миры. Уже в школьные годы сыктывкарский художник начал увлекаться фантастикой. По мнению автора, в изобразительном искусстве важно выбрать одно направление. Коллекция Александра Лыткина на космическую тематику насчитывает около 60 картин. Также фантаст рисует пейзажи и автопортреты. Дядя, случайно оставил книгу дома, «Каллиста» называлась. Я, зачитался, инопланетяне прилетели к нам, потом наши ученые к ним прилетели, как они там живут, все описано. И меня так это увлекло, и интересно. И потом фантастику стал читать, и как-то интерес все повышался, и как-то совсем уже заболел космосом. На открытие выставки каждый желающий смог лично пообщаться с художником, узнать историю создания понравившейся работы и смысл, который вложил в нее автор. Очень нравится сама идея, что художник сам это все написал, сам это все придумал на основе своего воображения. Вот именно это очень радует. Выставка продлится до 20 апреля. К тому же уже через неделю в другом зале музея откроется экспозиция картин художника Республики Коми Энгельса Козлова. Ларена Целинская, Александр Кочкин. Специально для Вувна. В пятом общежитии Сыктывкарского университета стартовала благотворительная акция помощи приютам бездомных животных. Ребята помогают центрам «Друг» и «Кошкин дом». Коробка для пожертвований находится около поста охраны на Катаева, 19. В нее можно положить корма, наполнители, медикаменты и игрушки. Также при желании можно оказать финансовую помощь приютам. Средства нужно передать председателю студенческого совета общежития. Сегодня во всем мире отмечают День театра, и СГУ не исключение. На базе нашего университета работают несколько театральных объединений. Один из таких проектов – студенческий театр-студия 7+. Кстати, в этом году они отмечают не только свой профессиональный праздник, но и юбилей. Остальное в сюжете Влады Роман. Свою работу театр начал 25 лет назад на базе бывшего КГПИ. В то время существовал факультет дополнительных педагогических профессий, на котором студенты получали вторую специальность. Например, могли вести театральные или танцевальные кружки. Из одного такого коллектива и родился театр-студия 7+. Из нас троих только я одна и сижу спокойно. На сегодняшний день постановки студии выходят раз в год. Помимо этого, театралы проводят концерты, ведут балы и участвуют в благотворительных акциях. Например, ежегодно устраивают новогодние утренники для детей в селах республики. Также у них есть проект «Любовь милосердствует» в Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ежемесячно студия выезжает на место и дарит подарки именинникам. К сожалению, сейчас опять из-за ограничения мы не выезжаем, но мы готовим подарки, подписываем каждому открытки, готовим прямо именные, очень такие с любовью собранные подарки, передаем. Актеры театра студии 7+, это студенты нашего университета. Так, например, сюда ходят ребята из институтов иностранных языков, естественных наук и культуры и искусства. Благодаря этому биолог может стать автором-рассказчиком, а учитель английского языка – помором. Надежда учится на дизайнера интерьера и экстерьера в Институте культуры и искусства. Студентка уже 4-й год занимается в студии и участвовала во многих спектаклях. Как утверждает девушка, театр ей во многом помог.
У меня была боязнь сцены, я боялась. И теперь, этой боязни как бы нет. Общение тоже, речь. Хорошо развивается речь, конечно, в первую очередь. Стала общительной, более открытой. В свой профессиональный праздник студия 7+, обычно проводит театральный капустник. Студенты готовят маленькие миниатюры, пародии друг на друга и представляют их на сцене. Сейчас из-за ограничений и маленького зала на выступления попасть сложно, однако посмотреть их можно в записи в группе ВКонтакте. Если же вы хотите примерить на себя новый образ, то вы смело можете присоединиться к команде театра-студии 7+. Влада Роман, Злата Курашова специально для Бубна. Наш выпуск подходит к концу. Ах да, не забудьте, сегодня час Земли. Стать частью глобального экологического движения просто. Достаточно выключить свет в половине 9 вечера. На этом все. Ролик был короткий, но информативный. Надеюсь, вам также было интересно смотреть выпуск, как и мне быть ведущей. Оставляйте свои комментарии и пожелания ниже. Скоро увидимся!